Всем доброго утра, отличного настроения. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодня мы по традиции сделаем этот предпраздничный день активным, интересным. Ну и, конечно, сегодня в выпуске расскажем, чем знаменито 11 июня. Сделаем зарядку с Евгенией Некрасовой. Обсудим летний стиль Стуяр Тен и выпускные наряды с Дарьей Габышевой. Смотрим шахматные баталии в Алдане и говорим о режиссуре с Костасом Барсаном, даже так. В афише премьера для всей семьи, а Ольга Жданова научит начинающих сплавляться по рекам. Вот так вот, даже сплавляться сегодня поучимся. Да, еще семейный отдых в балаганах, вакуумные пакеты в путешествиях и летняя школа САИН. Все вот эти темы у нас сегодня будут в эфире. Ну и самое главное, сегодня стартует игра, где мы дарим 2 билета на спектакль «Дядя Ваня». Чтобы участвовать, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и группу в Максе. И, конечно, может быть, удача улыбнется именно вам. Все в ваших руках. Это утро может быть стать вдвойне приятно. Ну а сейчас давайте узнаем, что нужно надеть перед выходом на работу. Какая погода за окном. По сведениям якутского ГМС, сегодня в центре, на юге, юго-востоке республики ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На северо-востоке, севере с мокрым снегом. Ветер умеренный, местами порывы 9 до 14 метров в секунду. По Нижней Лени на северо-востоке, побережье Арктики, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18 градусов, на юго-западе, западе республики плюс 18, плюс 23, на северо-западе, северо-востоке от 8 до 13 градусов выше нуля, местами плюс 2, плюс 7, на побережье от минус 1 до плюс 4 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске была плюс 8 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем без существенных осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов. Ну, теперь мы точно знаем, что можно одеть сегодня. Сегодня еще все равно немножко прохладно, но это ничем не должно испортить вам предпраздничное настроение. Ну, а прямо сейчас давайте переходим к последним новостям. Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Вахтовикам при досрочном увольнении будут компенсировать переработки. Правительство поддержало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Сейчас в законе нет четкого механизма компенсации переработанного времени при увольнении вахтовиков. Инициатива, внесенная в Госдуму в мае, предлагает считать часы переработки как разницу между фактически отработанными часами и нормой рабочего времени за тот же календарный период, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени. Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии. В начале лета самой высокооплачиваемой вакансией в России стал стоматолог-ортопед в Перми. Он может рассчитывать на зарплату, начинающуюся от 400 тысяч рублей. Эти данные привела платформа Суперджоп. В Москве самые большие деньги – 350 тысяч рублей – предлагают сетевому инженеру. Следом идут сразу несколько вакансий для медиков – стоматолога-ортопеда, терапевта и травматолога-ортопеда, которым обещают зарплату от 300 тысяч рублей. На третьем месте водитель-экспедитор категории Е. В его случае работодатель готов расщедриться на оклад, начинающийся от 280 тысяч рублей. В Нюрбинском районе с 2018 года была основана Нюрбинская кормовая компания, которая уже ежегодно занимается посевом и уборкой зерновых культур. В прошлом году сбор урожая достиг 270 тонн. В этом году на 318 гектарах земли идут посевные работы. Кроме этого, на местности Кытылыктах также активно идет посевная кампания. Нюрбинским филиалом управления мелиорации по району планируется посев многолетних трав. План по сенокосу составляет 29 830 тонн. По кормовым посевам тоже силами управления мелиорации Нюрбинского филиала посеяно около 80% тоже. Вот на днях уже заканчиваем. Так, в заречных на слегах Пюндяде от плана
216 гектаров кормовых посевов. Пока еще из-за обильной влажности сельскохозяйственных пашин планируем на второй сезон. А у Сялданском улусе активная фаза посевных работ завершена. Вся посевная площадь земли составила 4089 гектаров. Это на 115 гектаров больше, чем в прошлом году. Так, 3 больших хозяйства завершили посев зерновых культур. Всего посеяно 1466 гектаров земли. Что примечательно, районные хозяйства сами себя обеспечивают семенами. Помимо всего, продали семена на 343 тонны 9 муниципальным образованиям республики. Также в планах посадка овощных культур на 242 гектара. На сегодня завершено 90% работ. Кампания началась 17 мая по 30 мая. Закончилась общая площадь посева зерновых культур 1466 гектаров, в том числе 243 гектара пшеницы и 1200 гектаров овца. И планируем на 44 гектара засеять рожь озимый, чалба. Да? По данным сведениям объекта агро засеяно 667 гектаров, КФХ Илларинов 477 гектаров и с КПК Сасылхан 321 гектаров. Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью. Центробанк 1 октября прошлого года объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей, где участникам нужно было выбрать 2 символа. Для лицевой стороны из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Затем регулятор принимал решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. В декабре прошлого года заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что регулятор, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования. Мы зафиксировали главное, что происходит в республике и стране прямо сейчас. А ведь сегодняшний четверг, 11 июня, тоже когда-нибудь станут вспоминать. Что происходило в этот день раньше и чем он знаменит, расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. По народному календарю Феодосия Колосятница. Начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. Этот день в истории. В 1648 году в этот день в Москве начался соляной бунт. В 1858 году в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. В 1985 году автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры. В этот день родились Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист, философ. Рихард Штраус, немецкий композитор, дирижер. Николай Булганин, советский государственный деятель, маршал Советского Союза. Жак-Ив Кусто, французский океанограф, путешественник. Также в этот день родились Олег Видов, советский американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, Николай Курилов, юкагирский писатель, первый юкагирский профессиональный художник, народный художник Якутии, Денис Мацуев, российский пианист, общественный деятель, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина и Федот. Со значимыми событиями мы ознакомились и теперь возвращаемся в день сегодняшний. Пусть за окном сегодня немного облачно, но наш внутренний прогноз погоды зависит только от нас. Утренняя зарядка – лучший способ разогнать любую хмурь, проснуться по-настоящему и запустить день с полного для тела и настроения. Может, нам в этом поможет, конечно, Евгения Некрасова. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поработаем над комплексом упражнений. В него входит как аэробная нагрузка, так и анаэробная нагрузка. Эти упражнения можно выполнять непосредственно в самом фитнес-клубе, работая собственным весом, и выполнять также в домашних условиях. Ну что, приступим? Мы встаем параллельно коврику. Ноги мы ставим на уровне тазобедренного сустава. Живот мы
напрягаем, спину выпрямляем, сводим лопатки. Стоим в вертикальном положении. Первое упражнение. Начинаем. Правой рукой мы уходим вперед. Принимаем положение планки. Мы делаем движение руками, принимаем положение планки. Подключаем мышцы кора, опускаемся вниз, делаем выход, поднимаемся вверх, снова принимаем положение планки, подключаем наши ноги и выпрямляемся в вертикальное положение. В данном случае я показала достаточно в медленном, минимальном темпе. Теперь мы выполняем это же упражнение с учетом 4 подходов по 30 раз. Итак, повторюсь, что это было легкое упражнение на все мышечные группы. Что мы можем еще добавить к данному упражнению? Если у вас дома имеются гантели небольшого веса, 2-2,5 килограмма, либо фитбол, может быть, это баскетбольный мяч или, допустим, волейбольный мяч, мы его тоже можем легко использовать в наших упражнениях. Опять мы используем коврик, опускаемся вниз, садимся. Корпус прямой, упор у нас идет на ягодичную, отклоняю корпус немного назад, напряжение идет на прямую мышцу кора. Я беру мяч в руки, держу перед собой. В данном случае я показываю наиболее простой вариант для начинающих. Итак, отклоняю корпус назад, смотрю вперед перед собой, делаю скручивание корпусом на выдохе. В данном упражнении мы можем с вами дышать непосредственно самой диафрагмой. Наиболее сложный вариант для тех, кто подготовлен к данному упражнению. Поднимаю правую ногу, левую ногу. Выполняю скручивание движением стопы вперед. И последнее наше упражнение мы будем использовать гантели. Как правило, гантели у нас имеются не у всех. Вы можете использовать небольшие бутылки с водой, которые, в принципе, тоже допустимы в данном упражнении. Примерно по 1,5 литра по литру. Я стану к вам вот таким вот образом, чтобы вам было видно по технике выполнения упражнений. Корпус держу прямо, добавляю наклон корпуса по диагонали немножко вперед, сгибаю локтевой сустав вот в таком вот положении. В данном упражнении у нас идет напряжение на бицепс. Здесь мы подключаем наши руки. Вдох, на выдохе я сгибаю руки. Вдох, выдох, вдох, выдох. К данному комплексу я еще могу подключить свой не только предплечье, плечевой сустав, но и также еще добавить движение в локтевом суставе. Что я могу сделать, чтобы задействовать свои дельты, бицепс и трицепс? Вертикальный подъем вверх. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Закончили. Данное упражнение мы можем с вами свести в определенный комплекс и использовать 4 круга по 30 раз. Всего хорошего, хорошего дня. Лето – это солнце, легкость и паника перед открытым шкафом. Знакомо? Вроде и вещей полно, а надеть нечего. Хочется выглядеть стильно, но не растаять в первой же прогулке по городу. И как не попасться на уловку очередного хита сезона, который через месяц отправится на дальнюю полку. Разбираться в этом будем с персональным стилистом Туярой Тен. Доброе утро. Доброе утро. А скажите, что этим летом будет модно и какие главные тренды? Я хочу в первую очередь сказать, что мы живем в такое удивительное время, когда, в принципе, сейчас модно все. И каждый вправе выбирать то, что ему идет, в чем ему комфортно и в чем он чувствует себя собой. Это здорово. И одним из главных трендов, если говорить уже о трендах,
тогда в первую очередь это, значит, тренд на расслабленность. То есть мы сейчас, образ должен выглядеть не таким уж выверенным, такой вот, чтобы не натужным, не рафинированным. Все должно быть так, как будто вы особо не старались. Но нужно баланс, наверное, Да, всё да. равно. Это касается и посадки вещей. То есть вещи должны сидеть свободно, ничто не должно сковывать движение, и между одеждой и телом должен быть воздух. Ну, все равно есть, наверное, какие-то тенденции. Вот Да. какой сейчас цвет в тренде? Ну, или в моде, или просто рекомендуют, может быть, в этом сезоне? А если говорить о цветах, конечно, летом самый главный цвет — это белый. Тем более он вошел как основной цвет этого года по версии Pantone 2026. Но дизайнеры предлагают очень яркие цвета в этом году. Кстати, ярко-солнечно-желтый, оранжевый, такие жизнерадостные цвета, цвет зеленого яблока. Если также можно отнести к актуальным цветам электрический синий, сливовый и очень в последнее время стал актуальным цвет бирюзовый. Он какое-то время уходил, и сейчас можно его наблюдать на подиумах всего мира. Ну, по-моему, хороший вообще набор такой цветов для каждого. Да, Абсолютно. каждый для себя выбирает сам. Ну, я словил себя на мысль, что вы назвали 3 цвета, для меня это один синий. Как-то такое Ну, различие. синий, такой электрический синий, яркий Электрический. синий, да. А какие фасоны и ткани выбирать, чтобы вот было стильно, но и в свое время в то же время не жарко? Да, но все-таки в одежде самое главное — это уместность. И когда вот на дворе жара, конечно, нужно выбирать натуральные ткани. Это хлопок, лен, натуральный шелк, ну или заменитель вискоза, лиоцел. Ну и, конечно, все мы знаем, что можно дополнить всегда комплект или взять какой-то старый комплект и обновить его аксессуарами и какой-то Да, новой конечно. парой обуви. Вот что сейчас в моде? А сейчас в моде, конечно, акцентные украшения. Когда, как не летом, одевать яркие сережки крупные с камнями различными цветными, из пластика. То есть выбор большой. Это и серьги, и колье самые различные, и крупные, и можно даже миксовать, да, разные колье надевать. И они обязательно должны подходить друг к другу. Ну, возможно, Броши, браслеты, все это, конечно, самые акцентные украшения мы одеваем летом, чтобы было видно сразу. Ну, вот, допустим, человек решил разобрать гардероб, вот как вот, ну, какую-то грань, да, найти, чтобы не выбросить все и в то же время не пожалеть? Ну, в первую очередь, как и любой разбор гардероба, начинаем с того, что избавляемся из того, что уже выжило из себя. То, что, значит, потеряло целостность, да, порванные и растянутые вещи, которые потеряли цвет. В первую очередь убираем их. И, конечно же, те, которые вам не по размеру. То есть мы не надеемся, я обязательно похудею к следующему Да, лучше сезону. оставить то, что как бы сидит на вас комфортно, свободно. Оставить только эти вещи из натуральных тканей. Вообще, как часто нужно разбирать гардероб? Посезонно. Весна, лето и осень, зима. Ну, то есть каждый сезон. Что входит вот в базовый летний гардероб? Мы часто говорим, что вот это вот базовый гардероб, он должен быть у каждого. Вот летний гардероб, он достаточно сложный для того, чтобы определить базу. Ну, на самом деле ничего сложного нету. Это в первую очередь, конечно, маечки, всевозможные, да, хлопковые, футболки, рубашки тоже из натуральных тканей. Также летом рекомендую приобрести свободные брюки, такие вот тоже расслабленные, из натуральных тканей. Юбки тоже хлопковые. В моде, например, или получается юбка-карандаш, или пышная юбка, там уже выбираете сами, как вот вам угодно. И летом желательно иметь тоже ветровку или легкий тренч, который сейчас тоже очень актуальны. Вот в кино часто нам показывают, например, героиня взяла, сменила имидж, надела новые туфли, жизнь пошла по новой. Вот вы в это верите? И могут ли вот новые вещи действительно на что-то влиять? Вещь сама не может повлиять. Я считаю, что наоборот, когда человек сам меняется, когда он меняется внутренне, тогда уже появляется потребность поменять что-то в гардеробе. Поэтому это все, скорее всего, идет изнутри. Когда человек уже сам идет к этому, и уже у него есть, он хочет уже обновить гардероб, что-то поменять в этой жизни, и наоборот, скорее всего. Ну, а как найти себя? Вот сейчас же часто говорят, вот вы должны исходить из себя, из своего внутреннего состояния, и это обусловливает там внешний вид, гардероб. Вот Да. с чего начать поиски своего стиля?
Ну, в первую очередь, это нужно быть, в первую очередь, искренним с самим собой, честным. То есть понять, чего ты хочешь, что тебе нравится, что действительно тебя вдохновляет. Поэтому самое главное, вот, нужен честный диалог с самой собой. Ну, тут, наверное, нужно еще какое-то определенное чувство, ощущение. Вот есть какой-то совет, вот как можно сочетать вещи? Сочетать Ну, вещи? универсальный, может быть. Ну, сочетать вещи можно по цветам можно сочетать вещи, да? А также вещи можно сочетать по ткани, должны быть как бы очень красиво смотрятся, когда есть разные фактуры. Допустим, одного цвета у вас монохром, но разные ткани, например, присутствуют. Тогда уже образ смотрится богаче. Спасибо большое, очень интересно. Я думаю, что сейчас многие на перепутье, только начало лета, и хочется быть ярким. Да. Спасибо. Ну, а теперь с летним гардеробом на каждый день точно будет порядок, но есть в этом сезоне особенный день, когда привычные вещи уступают место нарядам. Выпускной — тот самый случай, когда хочется выглядеть особенно. И здесь без профессионала не обойтись. В рубрике «Мода и стиль» стилист Дарья Габышева подскажет, какие платья выбрать для главного школьного вечера. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева. Я персональный стилист. Сегодня это рубрика «Рекомендации стилиста». Мы продолжаем с вами тему выпускных. Это очень горячая и важная тема сезона, потому что скоро, совсем скоро, каждая девушка, мама, мальчики, папы, все отправятся на этот замечательный праздник. И главный вопрос – а в чем же мы пойдем? Для того, чтобы у нас были отличные кадры, для того, чтобы чувствовать себя уверенно и поставить красивую жирную точку в финале школьного обучения. Продолжая нашу тему, мы сегодня расскажем вам о том, какие образы можно выбрать для девушек и для их мам. Первый наш образ очень нежный и воздушный. Обратите внимание на этот замечательный цветочный принт. Словно в таком каком-то замечательном саду. Такое платье прекрасно будет сочетаться в разной стилистике. Его можно попробовать носить с комфортными кедами либо кроссовками, что сейчас очень актуально. Также для девушек, которые любят романтичную стилистику, подойдут туфли на невысоком каблуке, например, с какой-нибудь миниатюрной сумочкой. Также такие платья меня лично переносят в времена красивых диснеевских принцесс. Это то платье, в котором каждая девочка будет чувствовать себя обворожительной, самой прекрасной. Следующий вариант для дерзких девчонок. Такое прекрасное платье с акцентными бедрами. Это очень актуальный вариант, как можно носить его в этом сезоне. В этом сезоне такое платье можно использовать как, например, с плотными колготами черными. Также классно это будет смотреться в сочетании с капри. И хорошо будет выглядеть, может быть, даже с брюками. То есть это вариант, который вы можете использовать и как платье, и как корсет. Такое платье я бы рекомендовала девушкам, которые любят быть в центре внимания. Подчеркнуть их можно, например, высокими каблуками-шпильками, но точно так же нивелировать дерзость данного платья можно, например, если мы данное платье будем носить поверх, может быть, какого-то топа, майки, либо футболки. И тогда это тоже будет выглядеть интересно и необычно. Здесь у нас два разных голубых оттенка, которые очень гармонично друг с другом смотрятся. Можно попробовать их сочетать вместе. Также здесь у нас корсет, это акцентная деталь. Корсеты сейчас очень актуальны. Их носят как в повседневной жизни, так и идеальный вариант для мероприятия. Здесь, конечно, хочется вдохновиться, может быть, принцессой Ариэль, если вы помните ее из «Русалочки», и попробовать добавить каких-то морских украшений. Сейчас очень актуальны различные мерцающие ракушки, всевозможные какие-то сумки в виде может быть, жемчужин, да, все это сюда идеально подойдет. Попробуйте украсить данный образ жемчужными деталями, и вы будете выглядеть нежной и неотразимой. Выпускной – это один из праздников, на которых каждая девушка чувствует себя уникальной и неповторимой. Поэтому наряд здесь очень важен. Обратите внимание на данное платье. Это мягкий пастельный розовый оттенок. Он немного похож на бежевое, что-то такое. Это больше такая даже белевая история именно за счет цвета. Для того, чтобы сделать данное платье более акцентным, я бы рекомендовала использовать прямо яркие, сочные цвета. Например, такой пыльно-розовый прекрасно будет сочетаться с малиновым
красным, и можно использовать такие туфли, и тогда платье заиграет по-новому. Также можно использовать вариант нашей любимой с вами героини Кэрри Брэдшоу и добавить здесь активную деталь, может быть, цветок, и тогда также образ заиграет по-новому. Ну и, конечно, данное платье прекрасно будет выглядеть без каких-либо акцентов. Просто использовать его, и тогда это будет такой нюдовая история. Это будет очень натурально и подчеркнет юность ее обладательницы. Благодарим Дарью за советы. Выпускной – это, безусловно, яркий момент. Но лето тем и прекрасно, что дарит детям возможность не только блистать на праздниках, но и открывать новые таланты. И пока одни готовятся к выпускным и сдают ЕГЭ, другие тренируют логику и стратегическое мышление. В Алдане юные шахматисты сошлись в настоящем интеллектуальном сражении. Подробности у наших корреспондентов. Конь ходит буквой «Г», а слон по диагонали. Азы самого интеллектуального вида спорта Валентина Попова освоила накрепко. Однако каждая игра непредсказуема. Логика и анализ комбинаций – сфера необъятная. Шахматами Валя занимается недавно. Состоявшийся в стенах Алданского центра помощи детям-сиротам районный турнир для девочки стал испытанием достаточно серьезным. Шахматам я учу здесь. У нас есть шахматный кружок. На него я ходила пару месяцев. Да, у меня свои шахматы есть. Мне подруга подарила еще. Соперник играл довольно хорошо, но у нас вмешались со стороны, поэтому у нас была ничья. Олег Чижов увлекся шахматами 4 года назад. В его личной копилке множество побед в турнирах районного уровня. В ходе подготовки к предстоящим испытаниям Олег еще раз разобрал некоторые комбинации и сыграл несколько партий с товарищами. А первый тур соревнований придал школьнику уверенности и оптимизма. Первая игра была легкой. Сопернику надо еще подучиться играть. Очень плохо играть. Инициатором проведения шахматного турнира для ребят, посещающих летние пришкольные площадки, выступил педагог Центра дополнительного образования и председатель Алданского шахматного клуба «Белая ладья» Сергей Владимирович Тужиков. Коллектив Центра помощи детям-сиротам идею поддержал. Главным судьей соревнований стал Амиран Галаян. Инженер по профессии, в кругах шахматистов Амиран Арсенович давно завоевал звание гроссмейстера высокого уровня. Уровень мастерства ребят разный. Здесь есть ребята действительно очень, например, Чижов Олег достаточно хороший, сильный игрок. И он очень часто занимает призовые места, первые, вторые, даже среди ребят даже более опытных. Да, но есть ребята практически начинающие, скажу вам, да, но это тоже хорошо. Эти ребята начинающие, допустим, более слабые, они приобретут опыт, да. Так что я приветствую участие и тех, и других. Лучше потерять одну пешку, но сохранить преимущество других фигур. Что-что, а приносить разумные жертвы, сводя к минимуму убытки, юные стратеги и тактики умеют. Амиран Арсенович убежден, ребята, которые увлекаются шахматами, добиваются успехов в разных сферах. Интеллектуальный спорт развивает память, логику и мышление. В советское время шахматы были очень популярны. Советский Союз был ведущей державой шахматной в мире. Но сейчас очень возрождается, поднимается. Тем более еще я могу сказать, что в Якутске вообще шахматный бум. В Якутске очень-очень популярны шахматы, в самом Якутске. И было бы возможно, надо ребят почаще туда отправлять, вообще-то организовывать и туда отправлять. Там сейчас высокий уровень. Там сейчас очень много хороших тренеров, очень много ребят хорошо играющих. И там надо набираться опыта, именно в Якутске. Якутск и центральные районы, вот улицы Якутии, они постоянно участвуют во всяческих турнирах. Там проводятся турниры и квалификационные, и прочее. Мы здесь один раз, кстати, провели тоже квалификационные. Мы здесь можем провести на первый, второй, третий юношеские разряды. А далее на спортивные разряды только там. На протяжении всего турнира накал страстей не ослабевал, игры становились настоящими битвами. Соперники ничуть не устали. Каждая партия, независимо от победы или поражения, давала ребятам опыт, который, несомненно, явится очередной ступенью мастерства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Друзья, ну а сейчас мы отключаемся от основной программы, потому что есть очень приятная новость для тех, кто любит театр. У нас для вас новый подарок. Мы подарим одному счастливчику возможность провести чудесный вечер в атмосфере классики. 2 пригласительных билета на спектакль «Дядя Ваня. Бессмертную историю Антона Павловича Чехова». Когда и где? 20 июня в 18:00 в Русском драматическом театре имени Пушкина. Чтобы эти билеты оказались у вас, нужно сделать всего 2 простых шага. Первое. Быть подписанным на нас везде, где мы есть. Это просто наш телеграм-канал и группа в Максе.
Найти пост с этой игрой и ответить на вопрос, какое произведение Чехова ваше любимое. Ответы принимаем и в Телеграме, и в Максе, так что смело пишите, где вам удобнее. А также количество ответов в наших играх не ограничено, поэтому, оставляя больше комментариев, вы повышаете свои шансы на победу. А результаты мы подведем в понедельник с помощью генератора случайных чисел, который укажет на счастливчика. Итоги опубликуем там же, в наших соцсетях. И не пропустите дядю Ваню в театре Пушкина. Участвуйте, друзья. Удача любит активных. Да, все зависит только от вас. Кстати, в минувший понедельник у нас в студии побывал режиссер-постановщик этого самого спектакля Николай Елесин. Он приоткрыл завесу над тем, как рождается дядя Ваня на сцене театра Александра Сергеевича Пушкина. Ну а сегодня мы решили продолжить разговор о режиссуре, профессии многогранной, где кто-то оживляет сцену, а кто-то кадр. В рубрике «Выбор профессии» режиссер Костас Марсан. Доброе утро, меня зовут Костас Марсан, я режиссер. В эту профессию я пришел постепенно, сначала как режиссер телевидения, потом как режиссер рекламы и постепенно вот вырос до режиссера кино. Я выучился на режиссера в высших режиссерских курсах в Москве в 2003 году, вот я поступил туда. И, в общем-то, мы учились в мастерской Аллы Суриковой, это такой известный советский режиссер. Она снимала комедии, и она, конечно же, очень удивилась, когда я сказал, что мой любимый жанр — это ужасы, триллеры. Она говорила: а зачем ты хочешь пугать людей в наше тяжелое время? Но, понимаете, мне кажется, что любые жанры, они интересны, и в том числе и детективы, и триллеры, и ужасы, они как раз-таки призваны к тому, чтобы мы как-то по-другому увидели этот мир. Мне нравится эта профессия тем, что она очень контактная. Для этого нужно уметь работать с актерами, со съемочной командой. И, в общем-то, это такая очень, на самом деле, командная профессия. Но самое волшебное в этой профессии — это, конечно же, создание совершенно нового мира, новой жизни. Вот в кадре вдруг, когда возникает вот это вот ощущение чего-то совершенно другого, да, волшебного, интересного, тогда сразу приходит понимание, почему именно я выбрал эту профессию. Режиссер — это тот, который создает этот мир в кадре. Это его видение, это его умение рассказывать историю. Режиссер как раз-таки отвечает за то, что фильм в неизменном виде, как он был задуман, в финале воплотился и дошел до зрителя. У меня уже несколько фильмов. «Мой убийца» — детектив, «Ичи» — фолк-хоррор, «Детектор» был мистический триллер. И вот сейчас вот «Самоботор» — это сказка. В историях, которые я рассказываю, всегда есть элемент магии и чуда. На самом деле, если брать кинорежиссуру, то самое важное для кинорежиссера — это насмотренность. То есть чем больше вы видите разного кино, разного жанра, вы постепенно начинаете понимать, как это устроено, потому что любая история — это прежде всего структура и композиция. И если вот происходит понимание этого, все становится очень легко. В конце концов, есть режиссеры, которые без образования, да, вот тот же Тарантино, они как раз-таки снимают вот благодаря тому, что были в свое время очень-очень насмотрены. Поэтому смотрите кино, учитесь и постигайте вот тайны, как рассказывать историю с помощью визуала. От магии театра и кино к магии анимации. В рубрике «Афиши» сегодня расскажем про премьеру, которая заставит всю семью взглянуть на братьев наших меньших совершенно иначе. Представьте, животные, которые вдруг заговорили, задумались и начали действовать. Что из этого вышло, узнаете, но сначала посмотрите наш анонс. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Премьеру семейного анимационного фильма «Зверолюция».
В центре сюжета девочка Зои и ее домашние питомцы. После встречи с загадочными инопланетными ягодами герои переживают необычные изменения. Животные начинают говорить и мыслить как люди, а сама Зои обретает острые когти, невероятную силу и повадки дикого зверя. Теперь ей предстоит возглавить свою неожиданную команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и предотвратить глобальные последствия. Создатели фильма соединяют приключенческую историю с темами, близкими семейной аудитории. За комедийными ситуациями скрывается разговор о взрослении, взаимопонимании между детьми и родителями, доверии и ответственности. Это секретный проект, новая ступень эволюции человечества. Я стану всемогущим! Что это с ней? Скоро Зои обратится необратимо. Простите, это сильнее меня. Что происходит? Я не знаю. Да расслабься. Сферолюция. Ваша цивилизация недостаточно цивилизована. Пока, человеки! Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Лето, пора отпусков. Многие мечтают увидеть реку с воды, пройти пороги, посидеть у костра на диком берегу. Но как сделать первый шаг, если ты никогда не сплавлялся? Не замерзнуть, не разориться и не разочароваться. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о сплавах все. У нас в студии Ольга Жданова, турист-водник. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, скажите, с чего начать начинающему? На самый первый сплав лучше пойти с коммерческой фирмой. То есть нужно просто-напросто набрать номер туристической компании, которая оказывает услуги по организации водных маршрутов. Там вам предоставят необходимое снаряжение, и вас весь поход будет сопровождать опытный гид-проводник. Там вы сможете определиться, нравится вам, собственно говоря, сплавы или нет. То есть понять, ваше это или не ваше? Да. А все-таки есть такое понятие, да, что вдруг не мое совсем? Конечно, конечно. Многие просто понимают, что это мокро, холодно, неинтересно. Ну и, конечно, чтобы было не так холодно, не так мокро, что же одеть? Рекомендации могут различаться, потому что у нас погода бывает либо очень холодная, либо очень жаркая. Поэтому основная рекомендация, наверное, это одеваться в несколько слоев. Лучше надеть несколько тонких вещей, чем одну толстую, чтобы регулировать себя по температуре. А сверху накинуть брызгозащитную одежду, если хочется быть сухим. Вот человек собрался на сплав. Что нужно обязательно иметь в своем рюкзаке? Обязательно нужно иметь сменную одежду, потому что вас могут забрызгать с весла, вы можете намочить ноги, когда заходите в воду. Ну, все-таки приятнее будет переодеться в сухое, чтобы вернуться домой. Значит, тогда и рюкзак не должен быть рюкзаком, а должен быть гермомешок. Да, ну или как минимум большой мусорный мешок. Внутри рюкзака. Да, снаружи рюкзака. А, снаружи рюкзака тоже. Хорошо. Ну, вот можно ли сплавляться всем детям, пожилым, неспортивным людям? С какого возраста, вот, например, даже можно ребенку вот, на байдарку? Основные ограничения вводят туристические фирмы, когда они организуют свои водные маршруты. В самостоятельных походах таких четких ограничений нет, потому что вся ответственность перекладывается на вас за безопасность и за жизнь участников похода. Но должны признать о том, что все-таки дети должны участвовать в походах таких водных уже в сознательном возрасте. Ну, то есть малышей лучше все-таки не... Да, чтобы было понимание все-таки, что можно делать, что нельзя на воде. А скажите, вот с какой дистанции и сложности можно начинать? И можно даже рассказать ваш опыт, когда у вас был первый сплав, после которого вы поняли, что это ваш. Да, это был мой самый первый сплав. Мы ходили с друзьями на катамаране около Якутска, и потом пару раз я прошлась по ботам. И после этого я поняла, что нужно покупать свое судно. По поводу категорий и протяженности сплава я могу сказать о том, что
все, что находится в ближайшей доступности Якутска, все-таки не имеет категорийности. Потому что категории рек относятся больше к бурным сплавным рекам. Это вот первая категория реки с быстрым течением и небольшими валами, и шестая, когда проход абсолютно невозможен. То, что касается протяженности сплава, это все-таки вот сплав до 10 километров, наверное, будет вполне комфортен для начинающего гребца. Интересно. А как понять, что река слишком опасна? Вот что значит категория, это понятно. Вот что точно не стоит идти. И какую лодку купить новичку? Ну, будем так говорить, что река всегда опасна, вода всегда опасна. Это вот та самая структура, которая может тихо и очень быстро справиться с вами, совершенно даже незаметно. Поэтому все-таки, наверное, нужно брать судно, которое будет очень устойчиво. Конечно, какое брать судно определяется, наверное, вашим образом жизни. Если у вас большая компания, то или друзей, или семья, лучше брать катамаран. Если у вас пара семейная, лучше брать двухместную байдарку. Если вы любите независимость, вы берете байдарку однушку или покрафт. По поводу сложности, все-таки вот первые шаги нужно делать, не выходя на широкое пространство, не выходя, например, на Лену. Потому что лучше начинать сплавляться на каких-то небольших реках, на протоках, городских озерах, и потом уже, нарабатывая опыт, уже выходить уже на большие пространства. Ну да, почувствовать лодку, да, что, да. как она себя ведет. А вообще вот можно... как коротко о маршрутах, куда поехать впервые и где можно взять карту или информацию о тех или иных маршрутах? К сожалению, централизованной информации по водным маршрутам у нас еще пока нет. Все обсуждается и выспрашивается обычно в чатах единомышленников. А по простейшим маршрутам я могу сказать, что это излюбленная всеми Кемкеме. Есть очень красивая протока от Тихтюра до Кулаты, так называемая протока Каландрачвили. На несколько дней простейший маршрут – это Ботома. Прекрасная, замечательная Ботома, богатая красивыми видами и рыбой. То есть это, по-моему, заезжает через кафе «Легион», да, и верно. потом сплавляется. Ну, мне кажется, маршруты все равно меняются время от времени. У нас и география рек так слегка бывает, меняется от уровня воды. Поэтому какие главные правила безопасности, которые нужно соблюдать каждому? Река, вообще реки и вода, они несут за собой удивительный, прекрасный мир. Но всегда нужно помнить о очень несложных нескольких принципах. То есть помимо того, что ты надеваешь жилет, его нужно надевать обязательно, его нужно подогнать по фигуре. Потому что мы часто видим, когда дети едут в огромных жилетах, которые при случае спокойно снимутся через голову. Не нужно никогда надевать ту одежду или обувь, которая может утопить. В те самые пресловутые болотные сапоги. Потому что в каждом сапоге нальется по ведру воды, которая утащит вас на дно. Если вы планируете идти в самостоятельный сплав, я рекомендую вам сразу примерно дома прибросить, если вы оказались с бортом, за что вы будете цепляться, в каком месте вы будете цепляться за лодку. Это не пугайтесь, это вам всегда сразу облегчит жизнь, если что-то пойдет не так. И самое главное правило, все-таки сплав – это коллективный вид активности. Сплавляйтесь компаниями, никогда не сплавляйтесь один. Объединяйтесь, потому что вы всегда можете помочь друг другу. Если вы будете придерживать этих принципов, вы окунетесь в прекрасный, великолепный мир. Ну вот еще хотелось бы отметить, что человек, конечно, в диких местах это всегда гость, да. Вот, и возможно, что у многих зрителей, в том числе, да, походников, всегда есть страх перед хищниками. Вот как можно себя как-то более-менее обезопасить? Или, может, какие-то есть лайфхаки или способы? Есть лайфхаки, потому что мы ходим небольшими компаниями, у нас нет с собой ружей. Какие лайфхаки? Это
если при возможности есть радио или громко кричит телефон. Это шуметь, когда заходишь перед местом лагеря. Мы прячем обычно продукты в гермомешок и убираем высоко на дерево в метрах 50 от лагеря. Мы посыпаем черным перцем вокруг лагеря. Либо берем с собой нашатырный спирт, который тоже отпугивает хищников. Я слышу, уксусную кислоту можно. Ну, спасибо вам большое за Спасибо, очень вдохновенно. И мне кажется, сейчас даже те, кто думает, что это не их, задумаются, а может, стоит попробовать. Всегда стоит попробовать. Спасибо. Спасибо. Ну, знаете, у каждого из нас есть мечта уехать туда, где время течет иначе, а семья становится по-настоящему близкой. Сегодня мы расскажем о семье, которая пошла чуть дальше и не просто осуществила свою мечту, а подарила возможность другим насладиться красотой природы и отдохнуть от городской суеты. Как в Якутии совмещают этнические традиции и душевный семейный отдых, и кто приезжает издалека, чтобы отдохнуть в традиционных якутских балаганах, расскажем прямо сейчас. В 2020 году Александра Кардашевская осуществила свою давнюю мечту и открыла супругам собственную турбазу. Начинала семья с 2 домиков и постепенно увеличила их количество до 10. Сейчас на обширной территории их базы раскинулся практически настоящий комплекс для семейного отдыха. Закономерно с этим выросло и количество постояльцев. Радует, что интересуются международные туристы уже с Алжира, с Индии, с Испании у нас были, с Англии. Вот такие вот интересные у нас люди приезжают. А чем обусловлен их интерес, что их привлекает здесь? Их привлекает именно простота, именно природа. И, конечно, ценит иностранный турист этнические особенности отдыха в Якутии. Теперь обычными барнхаусами или глэмпингами никого не удивить. Поэтому предприниматели предлагают историческое погружение. Как вам, например, отдых в настоящем якутском балагане? Такая аутентичность хорошо работает и на туристов из других регионов России. Чаще всего в Якутию приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных центральных городов. Причина повышения спроса – бренд республики. ИСЭХ, полюс вечной мерзлоты, популяризация культуры – все это действительно работает на привлечение приезжих гостей. Но и сами якутяне становятся активными участниками внутреннего туризма. Это касается прежде всего сплава, выездов на природу. То же самое касается и школьного туризма, он тоже у нас очень хорошо развит. Если говорить о школьниках, то очень часто школьники у нас ездят в каникулярное время, то есть это весенние, осенние каникулы, и потоки могут быть достаточно большие, по несколько классов даже в день бывает. Но это данные туристической фирмы. Александра придерживается немного другого мнения. Якутяне не любят путешествовать по республике, особенно зимой, и предпочитают отдыхать в теплых краях. С таким сложно поспорить. Кому бы не хотелось из туманных минус 40 вырваться в солнечные плюс 20. Да, если местные будут зимой к нам приезжать, мне кажется, будет уже система рекламы именно холода. Потому что зимой у нас туризма не очень, как сказать, не развит. Именно внутренний, потому что наш клиент международный приезжает зимой, но местных мало. Всего за летний сезон турбаза Александры Кардашевской может обслужить до 2500 постояльцев. В этом году предприниматели настроены довести эту цифру до 3000. Ведь так, ставя небольшие цели, можно осуществить одну – глобальную. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Ну, нам, конечно, всем знаком летний отдых, лето в деревне, у бабушки и дедушки. Но теперь это не только свежий воздух, парное молоко и речка, но и много новых друзей и интересные активности. В селе Титебя Хангаласского улуса распахнула свои двери 10-дневная летняя школа САИН. Здесь весело проводят время как местные ребятишки, так и юные горожане. Программа раздельная. Девочек учат кулинарии и прикладному творчеству, а мальчиков – основам военно-патриотической подготовки. Подробнее о буднях школы расскажет Виолетта Засимова. Летняя школа САИН на базе Первожемконской санаторной школы-интерната работает уже 3-й год. Первые 2 года смена длилась всего 5 дней, но по многочисленным просьбам родителей и детей увеличили до 10. В этом году мы набрали 60 детей, 14 мальчиков и остальные девочки в возрасте от 6 до 15 лет. Всех ребят разделили на 5 разноцветных отрядов. Самый брутальный из них, черный, состоит исключительно из мальчишек. И у них в школе своя военно-патриотическая программа.
Пока мальчишки учатся собирать и разбирать автомат, девочки в это время заняты творчеством и домоводством. Мне нравится готовка и ай-ангор. Ай-ангор там делают подделки. Мы делали зайца из картона и бумаги. Маме привет. Одно из главных новшеств этого года – занятия хореографией с элементами фитнеса. Для этого на время работы школы специально пригласили преподавателя. После активных танцев время укрепить здоровье. Небольшими группами по 6-7 человек дети посещают соляную комнату. За просмотром любимых мультфильмов они дышат целебными парами кимпиндяйской соли. Это отличная профилактика простуд на весь будущий учебный год. Неудивительно, что многие ребята возвращаются сюда каждое лето. Для городских школьников, приехавших на каникулы к бабушкам и дедушкам, это прекрасная альтернатива скучным домашним будням в гаджетах. И особо с друзьями ты не погуляешь, потому что они бывают заняты. А здесь мы все встречаемся в одно время и живем по одному графику, считай. Много друзей находится, и когда тебе скучно с чем-то, тебе тут все равно, наоборот, энергия, весело появляется. Помимо дружбы и полезных навыков, в школе САИН можно заработать и первый капитал. Здесь действует своя валюта – саинчики разного номинала. Начинается от 5 и заканчивается 20. Дети получают вот эти саинчики за то, что они помогают вожатым, хорошо выполнили свои поделки, хорошо готовили, и за то, что побеждают в различных отрядских играх. Такая игровая экономика отлично мотивирует ребят быть активными, ведь в конце работы школы заработанные честным трудом саинчики можно потратить на импровизированном аукционе. Накапливаем, и потом на последний день аукцион у нас появляется. В прошлом году такое было? Да. В прошлом году сколько саинчиков заработал? Мы вот с братьями двоюродно объединились, но где-то 200 сынчиков было вроде. И что купили? Что купили на аукционе? Сладости, игрушки всякие. 10 дней в школе САИН для ребят пролетят как миг, но этот миг оставит огромный заряд бодрости и самые теплые воспоминания о детстве. Можно не сомневаться, следующим летом эти ребята обязательно вернутся сюда снова. За новыми знаниями, яркими эмоциями и, конечно, за заветными саинчиками. Специально для «Утра Якутии» с Хангаласского улуса Виолетта Засимова.